Здравствуйте. Я вот у вас купил детское питание. Смотрите, срок годности какой. Ой. Это же ужас просто. Август 2017 сделано. Ага, 12 месяцев. 12 месяцев. Август 2017 сделано. Август 2018. Ага. Здравствуйте. Ага. А когда вы купили? Крышечки откройте, посмотрите, что там под, Оля! под крышечками. А вы когда купили? А вот эту посмотрите еще Вы отдельно. когда купили? Ну вот на днях. Фрутоняня. Тыква. Открытая была, да? Нет, сроки смотри. Там на одной вообще в феврале срок годности. А как так-то? О, Блин, давала рыбы-то. Подождите, в смысле? Августа же смотрит сроки. Когда она Вот смотрит прямо на вот- сроки-то? вот Это здесь что вот. такое-то? 18. пока в очереди стоял, Сколько взял. можно говорить-то, я не знаю. Каждый день одно и то же. И говоришь, и говоришь. Нет, она ничего не слышит. Видите, как еще воняет, как сильно. Вот та, которая особенно. Февральская, она вообще, там все под крышкой А было. вообще, наверное, было Коричневое всё. прокисшее всё. И воняло так сильно. Вот собаки дали попробовать. Собака, наверное, отравится. Но она что-то не вылили в этот одну. Фонарик Она включите. понюхала, даже не стала есть. Фонарик включите. Так, тогда 159 рублей, да? Ну, я Круто, няня. помимо вот этого, Это что там у нас было еще? жалко, Так. что свет Это ушел. тыква, да? Ну, тыква с овощами. Овощной салатик. Вы, Что, последний салатик. взяли, видимо, да, или что? я не знаю, ну вот здесь прямо лежал впереди. Взял вот эти первые. Ничего себе. Так, 2 тыквы, салатик из сладких овощей. Я тут Он ничего не овощной смотрел салат. больше, такие. Блин, а на свет ушел, да. Ну, дело-то не в том, что вот вы деньги мне вернете, да? Я вам претензию подготовил. Потому что я бы понимаю, если бы сроки бы были, ну, там, ну, неделя максимум, да, Ну, для ну, детского понимаю, питания. А у вас конечно. вообще очень что-то слишком. Почти на год одна и почти Да, это полгода. целый вообще. Поэтому давайте будем решать через претензию Давайте руководство. без претензий обойдемся, пожалуйста, в этот раз. Это вообще Ваше руководство. Я уж Кошмар какой. где-где, но в аптеке я никогда не ожидал, что будет. не говорите. Вроде-то и у вас небольшой этот. Ассортимент тут Ну, по лекарствам. понятно уж. По лекарствам у вас все через компьютер. Ну, это Да и это тоже через компьютер, по идее. высвечиваться. Просто у нас программу когда в июне меняли. И там Я вам просто претензию было тогда пришло, оставляю. До этого пришло. Вот это мой экземпляр, да? Претензии можете отметку просто поставить, что приняли. Это июнь, А потом это май. Это решите. Вот здесь вот фотографии и копия чека. Приложение. Вот это ваше будет экземпляр. У меня один раз ребенок отравился. Мгм. Лежал 3 недели, вот они в медцентре лежали с женой. И она тоже отравилась. Ну, мама же всегда кушает. Хотя там и сроки были вроде как нормальные. Владимировна. Сейчас я до конца уже соки доведу. Ага, сейчас Они даже когда вот у них еще месяц, да, до окончания срока годности, бывает, что порченые попадаются. Но если неправильно где-то хранили, там в тепле, в жаре, Тоже апрель. поэтому... Так, ну насчет морального я пока не знаю, ну вот 159 рублей. Так, а вы тогда сейчас не можете сделать, да, чек возврата? Потому что у меня по чеку-то одна идет, как бы там много покупок было разных, а это как бы отдельно 159, ну, чтобы как бы юридически грамотно было. А вы? Чек возврата. Чек возврата это как? Чек Делается возврата Через, у нас через кассу, через, наверное. А вы? через кассу. Мгм. Ну, давайте обойдемся без претензий, а, пожалуйста, я очень вас прошу. Нам вообще очень неудобно, конечно, но
У меня больше слов-то нету. Уже Я не вот знаю, уже как с ругаться. юристами общался и сказали, что это очень грубое нарушение. Да, я понимаю, До очень уголовной грубое статьи нарушение. может быть. Да, вот если поэтому я повторно у вас вас очень будет. прошу, давайте обойдемся, а? Ну а вот Я вам просто обещаю, смотрите, что мы ну, действительно... я, конечно, ну, верю у нас обещаниям. тут есть работник, который Вот как давайте бы вот это должна вот смотреть за просто сроками. зафиксируем факт, что я обращался с претензией. Ну, это все И равно дело-то пойдет, смотрите, нам неприятно, а потом нам по башке и если уже будут повторно у вас стучать будет уже. да, нарушение, как бы, уже будет факт того, что один раз вы как бы продавали, и там уже действительно будет уголовная ответственность. Ну, могут возбудить. Я не говорю, что будет, но могут. Вот по одному факту, конечно, они не возбудят уголовное дело. Это... Не, ну просто да, даже вот этот факт, единственный факт для меня вообще, я не знаю, вообще идиотизм. Я не знаю, как уже разговаривать с этой работницей. Ну это понятно, как бы все равно руководитель же отвечает. Ну да, конечно, я поэтому и говорю, что мне так вообще неудобно. Что человек вот съест ребенок и отравится, а вдруг Да, умрет. да, вот в чем дело. Чем она ответит, эта работница? Ничем она не не будет ответит. отвечать она. Конечно, мы будем уволится, уедет отвечать. куда-нибудь. Да. Бежит, избежит. Все. Лекарства то же самое. Вот мне вот дедушка у меня умер, вкололи какое-то лекарство, ампулы забрали. Эти санитары. Скорая, да. И ничего мы не доказали. 4 года писали, обращались везде. Никто эти ампулы нам не предоставил. Что за лекарства? Какие там сроки, что они поставили, укол. А они уехали, он через полчаса умер. Ну, давайте обойдемся без претензий. А? Давайте мы вам сейчас заплатим, вернем ваши деньги. С медициной это очень такое. У меня к медицине вообще вот к лекарствам такое особое отношение. Ну, конкретно у нас вот это первое, правда, говорю, первый залет. Ну давайте зафиксируем, что большому счету. Первое, да. Понимаете? Ну давайте мы вернем вам деньги, мы на этом по-хорошему с вами расстанемся. А факт-то сам как останется? Я в любом случае, вы просто вернете, я так и все равно буду обращаться, писать. Ну давайте не будете вы писать, пожалуйста. Но мы будем впредь смотреть, я говорю, я уже все, теперь уже... С моей стороны я это, говорить-то говорю на словах, а сама-то контролировать... С моей стороны это тоже уголовная ответственность. Мне сообщение о фактах нарушения, понимаете, это тоже уголовная ответственность для меня. Ну вы пока не сообщайте, вот вы пришли к нам, именно, мы с вами разберемся, я не сообщу, то по-хорошему. Тоже будет. От кого? Для меня проблема. Да не будет у вас проблем. Потому что вот смотрите. Мы же вам возместим деньги. Я понимаю. Но второй раз я приду, если опять по рассрочку попаду, да, потом я куда-то пойду, а мне скажут, а ты в первый раз не обратился, все, да не на будет тебя у дело нас уже точно, я вам говорю. Говорят, давайте, пожалуйста, обойдемся так. Такое время, что сейчас людям доверять. Ну давайте, пожалуйста, обойдемся без претензий. Претензию все в любом случае. Вы просто можете отказать, там вот моральный, да, а претензию как бы да нет, ну тут даже не то, что там это самое. Ну давайте обойдемся вообще без претензий. Я просто не хочу, чтобы эта бумага шла, потому что нам это чревато тоже. Что там закрутится, как там закрутится. Я уже составил уже с юристами все это. Люди уже в курсе. Просто я не могу так просто взять и уйти. Да люди-то в курсе. Кто в курсе-то? Ну, кто? Вы же в курсе. К кому я обращался? Ну, это же посторонние люди, они к нам, у вас же претензии к нам, не у них. У вас претензии к нам, поэтому я вас прошу, чтобы вы не писали претензию. Ну, не знаю, давайте все-таки это как-то примите. Ну, давайте обойдемся. Я, конечно, приму к сведению. Я приму к сведению. Я просто-напросто уже к этому работнику у меня давно претензии. Сразу как я вышла на работу в сентябре, у меня будет претензия. Ну вот я вот сейчас и говорю, у меня будет хорошая претензия к руководству. Пришел, написал, что теперь делать с тобой? Ну, просто, а потом-то в итоге-то все равно я она вот вы ее уволите, она сейчас в другое место куда-нибудь устроится, в такую же аптеку. К ней претензии, это вообще разговор. Понимаете? Просто сейчас эта претензия будет ко мне уже, а не к ней. Если вы сейчас человек уволится, в другое место устроится, так же будет относиться к своей работе. Он никакое наказание не понесет, понимаете? Почему не понесет? Понесет она наказание, ее уволит с работы без всяких. Ну, вот и все. Она пойдет в следующий другой какой-нибудь магазин устроится или еще куда-нибудь. Ну, это уже ее будут проблемы личные. Это уже не наши будут проблемы. Просто видите, я сейчас фиксирую на камеру. Я пришел, да?
Мгм. Вот сейчас даже мне не надо вашей как бы подписи, я оставлю. Нет, я и понимаю, уйду. да, нет, поэтому я вас и прошу, давайте не будем заводить дальше всё. претензии. Давайте мы с вами разговариваем, мы на этом и закончим. Ну, я как Я со своей стороны, конечно, обещаю, что мы под контроль это взяли уже, все уже конкретно 159. закрутили. вот видите, как У меня неудачно будет свет уже ушел. потребность, да, к этому работнику действительно явно, конкретно уже не просто голословно я буду. Ну, в любом случае, я директора оставляю, рассказать. фиксирую, что я вот претензию вам принес. Значит, копия чека у вас там есть, вот лежит. Там есть, да, что лекарства покупал. И фотографии есть вот этого. И претензия. Все. Как бы дальше я уже на свое усмотрение делаю. Давайте договоримся как-то, чтобы вы дальше не шли. Ну вот вы можете мне У нас же это ответ единичное. в письменном каком-то подготовить ответ, объясняющий. И действительно, ну как бы подтвердить, что этот человек как-то наказан, ну там что-то понес, какое-то наказание. Понимаете? Потому что я понимаю, я бы пошел бы вам навстречу, если бы оно было бы на несколько дней просрочено. Без вариантов я бы согласился. Но полгода и год, год почти, да, в феврале уже истек Мгм. срок. Вы понимаете? Ну, вот по моему убеждению, Почти год, да, почти что год. ответственны, если вы говорите, что вы ответственны за эту женщину, да, Ну да, или да, кто там я следит, ответственна. Я вы должна все равно была обязаны контролировать. проверять хотя бы раз в месяц, чем она занимается, и как бы по Ну, бумагам да каждый смотреть. день я смотрю, что она делает. И за нее проверять раз в месяц Каждый хотя день бы, ей ну или по там раз 120 в раз квартал, говоришь. как-то я не знаю. Ну тут уж очень большой срок, понимаете, я не могу пойти вам навстречу. Потому что я вижу, что и ваша вина Оля, здесь. ну уже. как вот, да, как вот быть в ситуации в этой? М? Даже не Ну, знаю. я говорю, для первого раза для вас это ничего, как бы, да, вы просто Нет, как ничего. поймете, Ничего, да, и очень этот даже будет факт чего. зафиксирован. Очень даже чего. А вот Что? второй раз уже, конечно, тогда у вас Вы возникнет. что? А так какой-нибудь другой А, человек придет, претензии вы также вообще. с ним договоритесь и все. Ну зачем это и что? Да ни с кем мы не Никто договаривались. ничего не узнает. Единственный вы человек первый, с кем вот я так залетела. Потому что вышла в сентябре, меня целый год не было. Вот я давно же тебе, Оля, говорила же. Ну почему она сидит и не смотрит ничего? Сколько можно Вышли вы в говорить-то? сентябре, у вас был октябрь, Вообще. ноябрь. Еще уже И почти. каждый день одно и то же я ей говорю, смотри сроки, смотри сроки, смотри сроки, с утра до вечера как дура. Уже почти 2,5 месяца. У вас вот было время. Тем более вы вышли из сроков. Как он называется-то? Из отпуска, да? И у Я вас в другом месте работала. ну, надо было Сейчас. просто все принять, проверить, чем занимались там, кого вы же на себя берете Вообще ответственность. Вот если бы вас не было в это время, то можно было понять тоже вас. А тут тоже ваша вина как бы есть. Есть, конечно, я не отрицаю. Я поэтому вас и уговариваю, чтобы вы не писали дальше. Эти претензии не носили. Вот и главное, сейчас ее нету. Вот- Главное, что она сейчас Вот я вот пишу в претензии, что вот услуги юриста, Мгм. там транспортные расходы. Ну вот видите, вы моральные- вот все это нам будет, конечно, Вы можете, чревато. нет, вы можете, Это всё я из вас кармана пойму, нет, я из вас пойму. кармана пойдет и по Это башке от ваше директора добровольное как бы пойдет. желание, да, но я в основном хочу получить бумагу, где Нет, ну давайте мы сейчас тогда вам моральный ущерб возместим. кто Сколько кого вы хотите, наказал, например? там, кто что, какие были меры Не, приняты. ну наказать-то точно накажем уже. Оля, ты будешь свидетелем, явно. Кто Я виновный? перед Римой Семеновной и перед Натальей буду, как стояла я на том, чтобы ее уволить, я так и буду дальше настаивать на этом. Я сразу пришла, еще в октябре сказала, не нужна она мне тут. Вот видите, вот Потому что я чувствую ее отношение к работе, я как- вижу ее как отношение к покупатель работе. я не должен этого Да, слушать, это конечно, очень нет, это я уже печально просто осознавать. Давайте мы вам сейчас моральный ущерб возместим тогда. Давайте сами договоримся, потому что я не хочу, чтобы это дальше бумага шла. Чревато же будет. Но так тоже нельзя, Тем потому более, что сейчас там, получается вы всё, я как должна- взятка получается. Ну, Зачем да, это? но Давайте лучше как это не претензию, как как взятка, это официально. моральный ущерб мы вам Ну вы там уже сказали моральный Док- ущерб. Документ. Ну я говорю, это добровольно. И мне он, как бы, знаете, не очень. Потому что это нам чревато и проверками, и там и волокитой, Ну да. и бумажной. И это Всё мне правильно. совсем не надо. И штрафы будут большие. Да, вот в чем дело. Так Поэтому я вас оно всё- уговариваю, оно всё я равно просто будет. по-хорошему вас уговариваю. Понимаете, оно все давайте. равно будет с моей стороны.
Я все Ну равно буду. почему вы так Я это в настаиваете Минздрав на и этом? в Роспотребнадзор, и А в вы зачем вы Росздрав. так настаиваете на Ну, этом? потому что... Мы же первый раз это у нас. Ну, а я-то Я откуда могу? честно говорю. Ну, Вот у нас один, никогда не было смотрите, таких один замечаний. клиент пришел, вы с ним Ни на договорились. лекарствах, ни на Другой чем не было клиент, никогда. никто ничего об этом не знает, никаких нету фактов, подтверждающих, что я же не могу поверить вам на слово, правильно? Не, ну не было, честно говорю. Я-то что буду ставить? Но сейчас Почему такое время. придумала? Я ж не Ну, буду при ставить, вас, почему. возможно, не было, я допускаю. Ну, может, до этого Да было. не было, не было. Вы же здесь не первый До год этого не работаете, позже. правильно? Не было до этого. Ну, все, тогда я вам оставляю. Ну давайте договоримся, Сможете. пожалуйста. Я не хочу, чтобы вы дальше Нет, я шли. не- Пожалуйста, давайте. Я хочу, чтобы все было как бы зафиксировано, и чтобы никаких потом ко мне претензий не было. Не, ну к вам И вот всякой коррупционных этих штуках я не участвую, извините. Мне нужна правда, а не вот эти вот договориться с кем-то там. Нам будут за спиной. Просто огромные будут у нас эти неприятности перед Новым годом. Ну, договоритесь как-то вот тоже. А с кем договариваться, если мы с вами не можем договориться, то там Ну, тоже- я-то тоже вот, нельзя я вот смотрю, договориться. что как раз у нас органы умеют Вообще договариваться, кошмар какой. Вообще государственные. У нас в государстве как раз любят договариваться, вот эти вот органы всякие контролирующие. Так что я думаю, что вы выкрутитесь в любом случае. кошмар какой. Наша Ну организация. да. Каждый день вам говорю одно и то же. Сроки смотрите. И что? Ну все, тогда я оставляю, ухожу. Все, до свидания. Ну все, конечно, тогда что ж теперь сделаем? Так бы хоть бы копия чека была, что вы вернули. А не вышел чек, что ли? А ну как, Свет-то ушел уже? И через тот компьютер надо вытаскивать. Ой, Лена, а что со светом-то? Девочки узнали, не узнали? Что? Сколько вот он? Чтоб потом не сказали, что я у вас взял какие-то деньги лишние. Вот 159 рублей получил. 150. А ну, бывают люди, знаете, какие. Сначала говорят Это вообще-то, да, не красиво просто все, так, да, спокойно, а потом обвиняют всякие. Вот 159 рублей. Мгм. Все. Ничего лишнего я не брал. Мгм. Сейчас такое государство, что я людям уже давно перестал доверять и верить. А с медиками тоже столкнулся, с Минздравом, с этим всяким. Зачем это мне надо? Если так обманывают людей и поступают с людьми. А мы должны молчать, люди простые, вот, да, идти как бы на понимание какое-то. А зачем это нам надо? Народ сейчас, как каждый сам за себя живет. Раз допустили нарушение, ну отвечайте тогда уж, что делать. Всего вам доброго. Здесь Ну, разберетесь. ладно, всего доброго. До свидания. Здесь тоже света нет, да? Здесь есть свет.